Сегодня мы побываем с вами в селе Бордон Сунтарского улуса. Здесь живет приемная семья Индеевых. Мы познакомились с нашими героями 3,5 года назад. Тогда Екатерина Николаевна воспитывала двух приемных детей – 12-летнего Сашу и 11-летнюю Арину. А в прошлом году в семье Индеевых появились братья – 9-летний Аман и 6-летний Аян. Bu oğlatlar beyleri, mamaları var. Hangi yılga mamaların diyet morostan köddes bitetiler. Mama bütün körühünlerden. Onu ağam baramını to bahayın abişaydan baram mama bütün körüstü bit. Mamalar otoca ılattır bin diyektir, otoca ılattır bollanan ılattır. Öse mamalara kelbit yermin migin töte kase diyen mama diyen deyip bin olaq. Bir mamalar bitiyen otoca höktür bittere. İnnegeden bir nastoящая mama bit, bir yiğiter mama bit diyen onu attırlar. Onun çahin öydü bit. Olaq. Irakhan bol bata beyler öydüller ahara öydüyür oğlar. Çepçekitik kelbittere manna. Hanyan çepçeki hostu öydü süppüt. Oğlar bütün kıttatan ubay eceyi diyen otaca onyan kırıla heccalar. Eceylerin kıtta parka barallar, hotoru. Hıntır keriyeller, oskola barakkan kelerler, çahonluk heccalar. Екатерина Николаевна окружила мальчиков любовью и заботой. Она приобщает их к родной культуре, помогает Аману в учебе, старается дать им с Аяном все необходимое. А вот дома, расскажи, как тебе живется? Вот что вы здесь любите делать все вместе в семье? Лего играть, рисовать. Нормально мне живешь с братом. Мы хорошо играем. Еще урок я делаю, читаю книжки. 16-летний приемный сын Александр рассказал нам, чему учит Амана и Аяна. Я их учу к якутскому языку, как разговаривать и как правильно общаться с людьми, и как играть с другими детьми. И читать книжки, цифры, буквы. А то, они плохо говорят по-якутскому, а только говорят, говорят и разговаривают по-русскому. С 15-летней приемной дочерью Ариной мы встретились в школе. В свободное время она уделяет общению с мальчиками. Хорошо учиться еще, там посуду, полы убирать, дома убираться, еще там что. Все. Любят прогулку. Да, гулять. Любим. Парк. Там в парке гуляем, тут гуляем. Играем в футбол. Арина учится в 9 классе, Саша в 10. Они много времени уделяют учебе, стараются успешно готовиться к экзаменам. Ham şu ehiti bitten otan agebeti nastıbıt ulahan ja uçutallar oğlar kömelerinden ja ageni tuttaran attestatulan üyürü kötüyü kınattanan olarıbıt. O tabii onu bu mamiyeni tuaq tübehen diyebik kudduk uçutalıgar maqtanıqpın bağırabın. Arinam ja bıyılı agiyalaq otahin tuttararin debet diyen erel bar. Иннегенен осколаттан арақпат, холота хоақ. Навещает приемную семью Индеевых начальник отдела опеки и попечительства Сунтарского улуса Саргылана Юрьевна Яковлева. Помощь и поддержка приемным семьям очень важны. Екатерина Николаевна занимается воспитанием одна, но она не падает духом, живя интересами и успехами приемных детей. Так 9-летний Аман вместе с одноклассниками помогает пожилым людям, и Екатерина Николаевна поддерживает его в этом. На примере наших героев мы видим, что приемные семьи играют очень большую роль в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей.
Сегодня мы поговорим о буллинге. Этот вопрос, наверное, волнует очень многих родителей, замещающих родителей, так и детей. Буллинг может встретиться везде. Это даже бывает у младших детей, у подростков. Также это может даже проявляться и у взрослых в рабочем коллективе. Если говорить о школе, то этот буллинг характеризуется тем, что это повторяется, неравенство сил между тем, кто буллит, и тем, кого буллит. Да? И это еще одна характеристика, то, что для ребенка это очень травматично. То есть ребенок переживает из-за этих слов, действий очень сильную тревогу. Если говорить о буллинге, она может быть и словесной, и даже рисунок, какое-то письмо, может быть действиями, даже жестами, это может быть вымогательство, это могут быть и действия, да, физические. Также сейчас очень популярно у нас кибербуллинг, то есть буллинг посредством социальных сетей, каких-то мессенджеров. Это сейчас у нас очень распространено. Буллингу могут подвергнуться любой человек, любой ребенок. Когда буллер выявляет какую-то слабую сторону ребенка, то он это улавливает и начинает на это давить. Если у ребенка в школе одноразово случается конфликт, есть и дети равные по физическому, в принципе, равные равные дети конфликтуют, и этот конфликт разовый, и этот конфликт решается, то это не буллинг. Буллинг – это повторяющиеся действия. А если мы хотим, чтобы наш ребенок не подвергался буллингу, что можно сделать? Самое главное – это следить, наблюдать за своим ребенком. Какие у него изменения. Если раньше он был веселым, то он стал таким скрытным. Если он раньше делился, то сейчас он не делится. Если раньше были друзья, например, с кем-то он общался, сейчас они куда-то исчезли, то получается у него какие-то проблемы. Мы за этим должны наблюдать. И если мы видим это, то нужно с ребенком говорить, спрашивать, что случилось, почему, из-за чего так случилось. Потому что иногда дети не хотят с этим делиться, и для них, как-то я сам решу. Но зачастую решить это бывает ребенку самому очень сложно. И для того, чтобы мой ребенок поделился со мной, нам нужно изначально с ребенком разговаривать, то есть качественное общение, чтобы мы знали, что происходит в жизни моего ребенка. Не оценки, не получил ли он 5, 4, а качественное общение. Что он узнал, что у него произошло, а что он почувствовал, когда вот это или это случилось у него. Это прививается с детства. Если ребенок к нам пришел из детского учреждения или пришел в нашу замещающую семью, то это можно привить. Если мы в семье так разговариваем, общаемся, то через некоторое время мы можем ребенку это стать примером для ребенка, чтобы он тоже на качественном уровне с нами общался. Главное, чтобы ребенок к нам обратился, если у него есть какие-либо проблемы. А это зависит зачастую от родителей.
Если вы узнали, что у ребенка сложности в классе, какой-то буллинг у него, то необходимо все равно обращаться, разбираться с классным руководителем, со школьным психологом, узнать причину, что происходит, неоднократно ли, многоразово ли. Это происходит только с моим ребенком или это систематически совсем, много детей к этому подвергаются, да? Нужно все равно работать вместе со школьным коллективом. Познакомьтесь, старшая сестра Настя, ей 15 лет, Аял, ему 13 лет, Акия 10 лет и самый младший Айсен Харыстан, ему 6 лет. Ребятишки веселые, общительные, очень музыкальные, очень хорошо разговаривают на якутском языке, поют песни на якутском языке, на русском тоже стараются и петь. И очень любят танцевать, очень активные дети. В общем, любят все, что связано с музыкой. Аял и Акия, у них любимое занятие. Они любят поспорить. И вот единственное занятие, где они могут это хорошо, как говорится, реализовать свой спор, это решение сканвордов детских. Здесь они нравится, им очень нравится. Но это у нас маленький Айсен. Очень любит автомобили. Он, наверное, будет в будущем у нас водителем, потому что, как мы заметили, он занимается только машинками. А еще Айсен Харыстан любит взбираться по шведской стенке, проделывая это очень шустро и легко. Аял и Акия тоже с удовольствием занимаются в спортивном зале. Настя любит петь, и в ее репертуаре много песен на якутском языке. Настя, Аял, Акия и Айсен Харыстан – веселые и доброжелательные дети. У них много интересов – рисование, разгадывание кроссвордов, чтение книг. Очень хочется, чтобы Настя, Аял, Акия и Айсен Харыстан обрели семью.